Хорошо, у нас сегодня итоговое занятие по социальной теории. И предположительно, мы должны с вами набросать какие-то концепции, которыми, возможно, вы будете пользоваться, уже став где-то частично социальными теоретиками. Ну, может быть, я не знаю, может, можно упростить чуть-чуть задачу и просто начать с того, какой концептуальный ресурс показался вам наиболее, может быть, приемлемым в связи с тем, чем вы собираетесь заниматься или чем занимаетесь в вашей деятельности. Вы же как-то социальной теорией зачем-то занялись. Да, и, наверное, есть какие-то, возможно, в прикладном каком-то аспекте тоже социальной теории занимаетесь. Либо вы решили стать профессионалами, тут не важно, социальными теоретиками. Вот. Кто, может быть, хочет начать? Могу я. Ну, для меня, наверное, два. Ну, хотя я не могу сказать, что я их там глубоко знаком. Это Гидденс и Луман. Гидденс — это про практики, которые, как они там правильно называются? Структурации. Ну, практики, которые становятся рутинными, да? Вот. И Лумана — это вот как раз формирование новой структуры. То есть мне просто по работе приходится, ну, работа у меня такая, внедрение всяких методологий в организации. И я понимаю, что добавление сверху это никак не влияет на саму организацию. То есть, ну, не будет, то есть, взаимодействия, да, не поменяется структура. Что надо именно вводить, это как рутинную практику, но вводить это через самоописание, да, чтобы управление проектами стало, получило значение в конкретной организации свое, да, то есть строились какие-то процессы, которые работают в организации, и уже когда структура общается, ну там она через коммуникацию, да, чтобы она постоянно обращалась именно к методологии управления проектами, чтобы вот эти практики шли через вот это. То есть как бы такое переописание того, что уже есть изнутри. На новое, да. Потому что сбоку или сверху это никак не повлияет. То есть пока сами люди, которые составляют эту организацию, да, они начнут обращаться к этим методологиям. А вы как-то это латентно внедряете или какие инструменты внедрения? Или вы еще думаете, как это можно Я пока сделать? думаю, тут у меня вот все пока. Но я, это все будет однозначно через не знаю, через провокации какие-то такие, то есть разрешение конфликтов, да, то есть когда возникают конфликты, там между методами работы и средой, да, надо же как-то подстраивать организацию. А как может быть, практическая социология пересекается, в общем-то, по теории бомбашили. Мы же техники социальных работ не проходили. Нет, я здесь же просто речь читаю идет... еще социальную теорию Лумана, там где про системная теория, да, социальная система. И вот там как раз много вот этих всяких про приспособление, про отбор, про обуславливание, да, то есть вот там этого много. Сама теория есть метод, на самом деле. То есть если в случае с Луманом мы говорим про это самоописание, то почему нет? То есть вы описываете актуальное положение вещей внутри своей системы. И тем самым уже какой-то. Вообще обуславливание это то, что собирает систему, да, то есть это отношение, которое делает систему, элементы собирает систему. И вот это вот я хочу поменять вот это обуславливание теперешних практик, да, то, чтобы это было, чтобы связь была именно как методология управления проектами, да, чтобы пересобралась, да, вот эта вот структура немного. А что именно должно пересобраться? Мы не очень в курсе конкретно вашей деятельности. Структура группы или сам процесс содержания работы? Содержание работы. Ну и вообще, сейчас идет функциональная, да, организация, и каждый понимает какую-то свою функцию, но
это не передается, результаты не передаются, да, между функциональными подразделениями, а надо, чтобы это был процесс сквозной, то есть и чтобы уже определяла не функция, а именно процесс определял взаимодействие людей. Связь была не на основании функции, а на основании процесса. Процессов именно по управлению проектом. Вопросы к Дмитрию? Если взять, что теория и есть способ описания, то типа работы. Самоописание вполне может работать, если элементы системы будут себя переопределять по-новому. Вот, как свои функции в разных областях управления проектами и встраиваться в общий процесс, который и есть проектная организация. Ну, как-то так, мне кажется, будет работать. То есть вы должны своим сотрудникам как-то об этом сказать, или просто провоцировать, как бы не особо Я не думаю, что теоретически их не тут скорее надо найти, озабочивая. кто связывает, вот это, кто является вот этой вот функцией, да, которая сейчас формирует именно функциональное, да. Ну, то есть это скорее через руководителей, работа с руководителем, который устраивает взаимосвязи между людьми, да. То есть я скорее работаю с руководителем, с ним мы вот работаем над управлением проектами, да, и когда речь заходит о том, что возникает ситуация, да, когда там новый проект, да, то проект запускается уже не через функциональные вот эти все, да, подразделения, а через меня, и я уже выстраиваю процесс. Ну, как-то вот так. То есть я уже организовываю, ну, по-другому, да, описываю работу, которая должна быть сделана. Ну, правильно ли я поняла, что вы устанавливаете, через вас первый раз устанавливаются новые коммуникации Да, между да, функциональными да. подразделениями? Они И вы по-новому работа их определяется. И вы постепенно переописывается, да. потом уходите из этой прямой коммуникации в Ну, управлении. я бы не хотел бы Вы не уходить, просто хотите. поменять свою функцию, да. То есть все равно через вас, вы как посредник, Ну, вы как или- среда Да, коммуникации. или я остаюсь, или будут вводиться люди, которые будут вот выполнять эту функцию коммуникативную, ну, то есть которые будут, как я, выполнять такую же функцию. То есть это будет То есть менеджер пока, проекта, да, пока который- я один, да, но по идее таких Всегда людей будет. должны быть там какое-то количество. Да. А что входит в их функциональные обязанности? Как Как раз, это можно обозначить так технически? как раз это и есть связывание, там есть 5 групп процессов, и руководитель проекта как раз связывает эти группы процессов между собой. То есть он обеспечивает сквозную документацию, да, и контроль за там, содержанием, за бюджетом, который формируется в начале, да, и идет сквозняком через весь проект. Вот. Ну, и руководитель проекта он как раз обеспечивает вот это все как преемственность, да, прозрачность, последовательность. Интересно, спасибо. А Гидденстам как может быть задействован? Ну так вот эти практики, да, которые рутинные становятся. То есть когда происходит описание, да, и люди уже привыкают, да, к такому именно методу решения рабочих моментов, да, и это становится уже их рутинной практикой. Спасибо. То есть, короче говоря, стоит человек, копает яму лопаткой, копает, вы ему даете, переворачиваете ему лопатку бумажками, и он копает уже иначе. Это ему дают другую лопатку. Другую лопатку, но он все равно копает. Конечно. По ему дается переописание функции самой. Он теперь Ей можно делать гораздо больше, чем просто воодушевленно копает. А тогда чем занимаются организационные психологи на предприятиях? По-моему, по-моему, это вообще-то этим... симулирует деятельность. То есть хлеб у него забирают у социолога. Это бодрияр уже. Я не симулирую, как раз я наоборот пытаюсь вернуть. Не, мы про психологов. В работе референт пытаюсь вернуть. Пытаюсь сделать работу конторы, не просто работу саму, вещь в себе, а наоборот, чтобы она должна иметь с референтом была деятельность, которая происходит на своей площадке. Чтобы она не просто была ради работы. И симулятор конкретного Да. продукта. Да. А можно ли вашу деятельность, вот то, по поводу чего вы собираетесь что-то вносить, какие-то изменения, назвать дискурсивной?
Как на дискурс, на нее можно посмотреть. Ну, если дискурс это какой-то словарный эти самые, да, то, конечно, будет меняться и дискурс в работе. Ну, если я правильно понимаю значение дискурса. Конечно, будут меняться и там, термины, да, ну, то есть, смотрите, из чего этот дискурс состоит, да. Конечно, будут меняться. Дискурсивные носители. Я думаю, кто наше предприятие остановил? Почему оставить? Пытаюсь запустить. Михаил, вопрос. Не, ну просто хотя бы следующий. Хорошо. Если к Дмитрию больше нет вопросов, давайте послушаем Михаила. В общем, у меня актуализировалась такая тема, что раньше человек в Средневековье, например, когда он рождался, он сразу попадал в достаточно жесткие рамки, и, в общем-то, ему не нужно было их рефлексировать. Он уже был схвачен культурой. А в нашу эру постмодернизма оказывается так, что каждый человек, в общем-то, должен нести эти рамки сам для себя устанавливать, потому что если этим не заниматься, то просто человек рассыпается на молекулы и атомы. И в этом контексте для каждого становится актуальным отрефлексировать свой собственный подход к жизни, то есть, по сути, иметь осознанную свою индивидуальную философию. И в этом философском моменте нужно иметь свою полную онтологию относительно всех самых важных вопросов нашей жизни. То есть это социальность, бытие, вообще то, как мы смотрим на мир, на вопрос субъектности, объектности. Такие моменты, которые раньше, в общем-то, можно было и без них. В общем-то, и сейчас можно без этого, но уже такое подозрение, что просто те, кто этим начнут заниматься, просто рассыпятся в какой-то жиже. Вот. И в этом контексте для меня больше всего актуальным стал Луман. Вот. А другие так неосознанно уже оборачиваются Как фигура Лумана. его, да. Вот я хотел бы схему нарисовать. В общем, для меня стало важным столкновение двух систем. Вот, то есть каждая имеет какую-то свою интенцию, они аутопоэтичные, то есть вы фиксируете сами себя. Вот, то есть это система 1, система 2. Каждая система имеет свой дискурс. Вот. И коммуникация, по сути, это возможно, точнее не коммуникация, а социальное пространство – это возможность двусторонней коммуникации. То есть пространство пересечения. И в этом социальном пространстве роль субъекта заключается в том, чтобы проводить такую дискурсивную, а конверсию дискурсов. То есть с каждой системы субъект каким-то образом собирает на себе код своей системы и код другой и проводит такую какую-то операцию конверсии, конвертации кодов. Вот. И таким образом возможно это социальное пространство. И когда налажена двухсторонняя коммуникация, в этот момент появляется потенциал для перспективы, то есть какого-то совместного действия. То есть какая-то появляется возможность для общей точки схода.
такая у меня схемка родилась, вот, относительно Умана. И, ну, это ядро, как бы дальше уже можно там разбираться, что такое там, там коммуникация, что такое информация, что такое структура смыслов. Но вот для меня в этом курсе стало главным найти какой-то, ну, уже как главный центровой маяк, с которого можно уже устраивать. То есть речь идет о социальной онтологии, как я понимаю. Ну да, да. От чего стоит исходить, да? Угу. Спасибо. Вопросы? А как эти коды складываются у вас? Есть какое-то представление? Они, ну то есть субъект на себе собирает разные... Случайным образом? Ну, то есть это зависит от культурного местоположения. Ну, то есть я, например, собираю на себе там какие-то коды, например, там, западной философии, там, восточной философии, и я как субъект, я должен проводить вот эту какую-то смысловую конверсию, конвертацию, чтобы на мне вот эти две системы, например, Востока и Запада, могли каким-то образом сопрягаться и выстраивать какую-то совместность. Мне отчасти это напомнило социальную онтологию Лаклау, вот в части теории, касающейся субъекта. Как бы субъект пространства надписи там есть, если помните из курса, кто ходил к социальному воображаемому, там как раз вот на субъекте как раз и замыкалось, субъект как бы восполнял собой социальную нехватку, что ли. Здесь, конечно, у Умана нет такой терминологии, речь не идет об этих лаконах. Уман, конечно, да, похож. Вот. У Но меня не то, что метафора похожая. нехватка, но субъект, он как бы сшивает нарративы, ну как бы вот этот концептуальный ландшафт. Вот это. То есть дискурсы, вот эти вот сферы, это, собственно говоря, не субъекты, это тексты, разные культуры, Ну, это вот дискурсы. нарративы, да, Ну, это- последовательность. Системы. Да, как бы... И человек, как это называется, повисает как бы в этом пространстве между сфер и является, как бы, это определяется как субъект. Ну, вот это важно. Определяющее смыкание вот этих ипостасей, да, как ты назвал их дискурс. Так я понял? Ну, тут важный момент, что вот человек, он не подвисает, а он именно часть этой экосистемы. И он как бы становится оператором, который просто производит вот эту вот конвертацию, что позволяет различным там, дискурсивным нарративам находить общий язык, что позволяет в итоге производить какое-то совместное действие в какой-то общей перспективе. То есть человеку для того, чтобы осуществлять свою функцию с точки зрения твоей схемы, так ему другие люди не нужны. То есть он может быть не социальным, ему достаточно текста. Нет, ну то есть это все как бы одна экосистема. То есть мы просто носители вот этой способности конвертировать структуры смыслов, но ну, как бы это абсолютно не отменяет, так сказать, весь наш там какой-то вот, так сказать, хард. Вот отступления пошли, тогда и сыпется твоя схема. Ну а в чем она сыпется? Ну то есть это... Нет, я просто по схеме, сейчас только по схеме. То есть... Ну то есть эта схема абсолютно никак не отменяет там, все наши какие-то взаимоотношения, вот эти материальные, там, экономические. Если она не отменяет, тогда что она вменяет? Ну, тогда я не до конца понял. Суть этой схемы как бы эксплицировать эссенцию того, как вообще формальным образом собирается социальная возможность, ну вообще возможность социального. Ну то есть она не пытается объяснить... Как возможно общество, грубо говоря. Ну, Основной да, сегодняшний да. вопрос. Эта схема, ну как возможна мысль? То же самое такое. Почему сюда встраивается общество? Я же говорю, мы здесь не рассматриваем, даже социально, мы здесь рассматриваем две области, смыкающиеся в сознании человека, субъект.
Ну тут, по сути, схема — это скорее вот такая формализация даже не общества, а возможность социального, в которое общество можно уже положить, то есть все взаимоотношения и какие-то интенции. Ну, то есть она в каком-то смысле, ну, это что-то такое в сторону общей теории системы, на которую, ну, или там, в которую можно положить какое-то содержание. Ну, то есть в каком-то смысле... Содержание не важно, по сути, да? Получается, важна схема обращения с ним. Да, ну то есть это как бы чашка, в которую можно что-то налить. Ну, то есть она, в общем-то, методологическая. Как ни странно. Накрутил Михаил. Накрутил. Теоретики растут на глазах. Вопрос? Правильно ли я Нет, поняла? вопрос. Да, конечно. Я хотела спросить про время в этой схеме. Вот в такой схеме напрашивается линейное время общее для двух субъектов. Но так ли? Ну, в этой схеме, в общем-то, можно там, время ввести, то есть для каждого там ввести Т1, ну, это точно часы, тут Т2. Ну, в общем, каждая из систем могут быть своей темпоральности. Допустим, там, это там, система, не знаю, протомодерна, это там, например, постмодерна. Но, опять-таки, субъект — это как раз то звено, которое может вот эти разные коды определенным способом кодифицировать и, ну, привести их к определенной конгруентности. А тебе по-русски? Да, вот я тоже попросил бы бесконгруентности. Ну, то есть определенный... Это не просто это 40 Вот это вместе. Ну, то есть темпоральность, я тут Взаимодействие. подразумеваю именно временная темпоральность, в том плане, что, например, там европейская цивилизация живет с сознанием времени, что вот мы там, например, достигли какой-то там современности, да, ну, то есть она в своей линейности, а другая система, например, какая-нибудь восточная, может там летоисчисление вести уже как там несколько тысяч лет. В циклическом времени. Да, ну, например, в циклическом. И вот как бы субъекты, они создают пространство сопряжения. То есть это и есть социальное пространство, где возможна двухсторонняя коммуникация. И в этой двухсторонней коммуникации мы можем проводить конвертацию или там конверсию между, там, ну, например, там, языками и находить вот эти общие точки, где мы можем, ну, как так сказать, состыковаться и, ну, опять-таки настроить двухстороннюю коммуникацию, через которую может появиться общая перспектива. Вот так, Миша, решил миграционный кризис в Европе. Мне кажется, надо продать им эту схему. И вот у меня еще такое замечание вот в плане субъекта, что, ну, откуда берется вот эта какая-то обеспокоенность, какая-то там грусть, вот, как в вашей работе вот, про меланхолию. Дело не в том, что вот этой целостности общества или там целостности социального нет. Дело в том, что подсознательно субъект чувствует ну, нереализованность этой возможности. То есть мы чувствуем, что, в общем-то, общая перспектива для всех возможна, но каким-то образом мы упираемся там, в какие-то барьеры, которые мы не можем превзойти, ну и в итоге от этого появляется вот это чувство беспомощности, когда там перед тобой какой-то находится барьер, который ты там не можешь перепрыгнуть, или ребус, который ты не можешь решить. В какой-то момент много у кого может возникнуть ну, какая-то там беспомощность, растерянность, непонимание. У меня возникла идея почему-то, как следствие о возможности социального среди живых и мертвых культур, поскольку мы можем... Перемещение просто ядра. Ну, в принципе, да. Ну, то есть в
каждой системе может быть Игра системы. она определенное просто перемещается. ядро, и, например, ну, как бы европейская культура, она же несет на себе несколько дискурсов, и взять там, например, тот же латинский язык, то есть, в принципе, это мертвый язык, но с другой стороны, это такое ядро, которое сформировало вообще философию европейской культуры. Культуру сформировала современную просто. Западная. А то философия неправильно. Философия латинская не существует. Латинский язык, он не про философию, он про язык. Он сказал про философию современной культуры. Ну, Он то есть, завернул вот так вот. ну, в каком смысле она не существует? То есть, ну, мне кажется, Ну, какое-то культура же может зрение, быть своя философия. зрение по-любому Есть. происходит. Ну, слово философия просто тут. Ну, тут уже нужно разбираться с тем, что такое философия. Вот я еще раз бы прояснила этот момент с вашим оптимизмом по поводу того, что, возможно, Он наоборот сказал. почему? Что, Миша, возможно, лучше ты не какое-то- вылазь. что именно? Возможно, общее дело, или общее пространство смыслов, вы имели в виду, да, что вот противопоставленной меланхолии, какой-то барьера, То есть или общий горизонт. оптимизм в том, что вот Гельштейн пишет, все мыслимое возможно. И то есть, если мы задались вопросом, ну или там начали грустить по поводу того, что нет какой-то целостности, то есть это как бы, ну, для меня четкий маркер, что эта целостность возможна. Ну просто нужно там, не То есть отчаиваться. ваша онтология, она такая все-таки направленная на целостность, на возможность общего Ну да. пространственных смыслов, да, и Просто Хабермас. разделяемость. Ну да, то есть Хабермасовская. Хабермас, Учитывая латинскую твою любовь. Мгм. Возможность согласия. Еще вопросы? Вот я хотела Вы хотели спросить, ну да, ну, в принципе, это было почти проговорено. Мне пока, вот правильно я понимаю, что субъект может находиться в любой точке этой схемы и выстраивать вот эту вот всю решетку как бы вокруг себя, да, дискурсивную, конвертацию, да? ну да, субъект нам В нужен. первом, во втором, в третьем. Субъект нам нужен для того, чтобы что-то к чему-то пришить, ну, если это надо. То есть То произвести, есть на нем сходятся как бы вот эти Да. ключи, Ну, то эти есть, все например, смыслы. например, мы можем увидеть, как вот, ну, там, это из дизайна. В общем, есть векторная графика, то есть изображение, построенное на математических формулах. А есть растровая графика, то есть изображение, построенное на пикселях. Но эти... Но это тоже математический пиксель. Мгм. Да, но все равно как бы, принципы, они различные. Но все равно как бы существуют механизмы, которые помогают, ну, могут так или иначе все-таки конвертировать, да. И то есть, и вот этой конвертацией занимается оператор, ну, грубо говоря, дизайнер, который за компьютером, в общем-то, ручками так или иначе заводит эти процессы. Как профессионал скажу, зачастую невозможно нормально сохранить изображение, конвертировав в растровую графику векторную и наоборот. При всем существовании замечательных программ теряется колоссальное количество слоев или часть изображений, так называемых пикселей, да? Нужен альфа, При конвертации. альфа-слой. Но, например, при разрешении там, Он удерживает. сканирования 800 dpi Я обещаю, шрифт что принцип можно настолько почти- разен, принцип этих растровой векторной графики настолько отличен. Это разные производители. Один, по-моему, японский, другой, по-моему, американский. Вот. Не сомневайтесь, что это согласие возможно, да, и в теоретической модели. Я тоже. говорю по факту. Он привел пример. Я говорю, как издатель, который сейчас вот буквально с альбомом вожусь и говорю, растровая векторная. Фотохудожник взял свои изображения, пошел их полностью переделывать, переводить на один язык по той простой причине, что при печати вылазит то, чего он не видит своими глазами. Но, например, Ну, может быть, в случае с социальной системой это и неплохо, да? То есть изображение плывет, и как бы Я мы просто говорю, что получаем новое. невозможность стыка обеспечена нам всегда. То есть субъект возможен, исходя из твоей логики, субъект возможен только тогда, вот, когда он находится в агонии, в антагонизме с различных дискурсов. То есть вообще, по большому счету, если нет проблемы, то нет субъекта. Ну да, у вас такая более
антагонистическая модель, а у Михаила Но- как раз А примеряющая. я его читаю, что его модель абсолютно антагонистична. То есть Просто они хотят это он говорит, ну это как тот стакан, наполовину пустой, наполовину полный. Я говорю, он у тебя пустой, а он мне говорит, полный. Ну вот, если учитывать, например, перевод там шрифтов, ну, мне получалось там почти со стопроцентной точностью с растра перевести вектор. Ну, Не надо допустим, утрировать. если более сложная задача, то как раз таки тут вот ярко выраженная необходимость субъекта, потому что он ручками берет и переводит растровое изображение в Надо тебя в вектор. штат ИГИЛ отправить. Мне интересно, сумеешь ты достучаться До сердец. на своем, как ты говоришь, умением переделывать шрифты? Вот. Захотят ли они вообще смотреть на твой шрифт? По-моему, просто Ну закопают. да, если онтологически вот он настроен на это согласие, то может быть, да, само вот это настрой сам на согласие и работает. Замечу, как мантру повторяют сегодня все лидеры Евросоюза. Я смотрю, Евроньюз стал смотреть, просто сам по себе удивляюсь. Но я просто смотрю, идут два великолепных столкновения. Вот, кстати, ну, тому, о чем ты говоришь, ты видишь оптимизм. А сегодня скептики, евроскептики, это уже даже я не знаю, что это за пространство такое социальное, но оно как бы типа уже рисуется кем-то. Евроскептики, да? Его пытаются даже, нет, это со стороны скорее, да, попытка, да, описать, да, но я не знаю, кто это делает. Так же, как пытаются описать сейчас Трампа, найти ему какое-то место, куда-то его запихнуть, там, в сексизм, там, еще куда-то, в расизм. Я хочу сказать, что они как повторяют как мантру либеральные ценности, особенно вот, чиновники Евросоюза. Существуют проблемы практические, а они должны еще теоретические модели Хабермаса. А они все равно, мы не уступим наших либеральных ценностей, которые, на которых стоит Евросоюз и так далее. Никто же не нападает на ценности Евросоюза. Говорят о том, что есть всего лишь там, как там говорят, есть неправильная миграционная политика. Нет, миграционная политика это либеральные ценности. Тогда возникает вопрос, а что тогда, зачем тогда вообще политикой заниматься? Провозглашаем ценности, как ИГИЛ, и стоим на них намертво. Ну, а я не ценности. То есть, а я говорю о не механизмах, которые, кстати, вот, мы тут говорили, что всегда пишутся какие-то механизмы. Вот механизмов здесь нет. Хотя модель мне тут нравится. То есть, Это вопрос, мы закончим, или это замечание? нет, я просто к тому, что оптимизм, который он излучает, он такой, как это Если называется, подвергается он сомнению его эмоциональный, он основанности. не логичный. Он иррациональный. Да, он ну не иррациональный. Вообще хорошее настроение, оно всегда оно не иррационально. Ну, Проснулся ты здесь с той ноги, что в этом рациональном и иррациональном? Вот эти системы дискурсов, и которые, так сказать, движутся, они движутся параллельно у вас? И, скажем так, саморефлексия, которая, так сказать, возникает, она у них по ходу вот этого движения или подразумевается, что системы где-то просто на каких-то своих траекториях просто пересекаются, и вот возникает вот это вот, так сказать, вот этот общий, как он называется, подожди, как он назван? Ну, вот у меня была появилась такая метафора, что можно представить как две планеты, которые движутся по близким траекториям, и они, так сказать, своими полями пересекаются, и в этот момент и начинается коммуникация. Там возможность для коммуникации. Вот мой оптимизм на самом деле такой, что, например, я могу в шахматной позиции получить такую ситуацию, где я понимаю, что у меня четкий перевес. Но есть также, может быть, осознание, что у меня не хватит мастерства его реализовать. То есть саморефлексия может не наступить? Я что-то потеряла. Дело в том, что, Павел, ты как всегда неправильно, я его понял, а он сам не может проговорить. Павел, сформулируй по-другому вопрос. Ты мне этот вопрос задал, который ты задумал. Нет, я, отвечая на вопрос Павла, я сказал про траекторию планет, которые... Да. Касающиеся. Вот, а потом я начал про шахматы, это про... Так вам вернулись. Да, это я возвращал к Мощный вопрос. оптимизму.
Ну, То, что сдержанный оптимизм, да? Да, То у есть меня я могу сдер- не реализовать. Да, у меня сдержанные... Ну вот смотри, по ходу ты изменил вектор своего мышления. Нет, так я никак не менял. Задали каверзные вопросы, а ты уже Да, скептицизм да, проявляешь. Евро. Позитивно. Скептицизм. Очень Для этого хорошо. требуется... Я про Европу, по сути, вообще ничего не говорил и про Трампа. То есть это просто... Это ваша там инсинуация. А я, в общем-то, как хулиганю со словом. Что вы хотите, журналист? Ну, просто так. Хорошо, Говорите. еще вопросы от другого толка. Может, у Спасибо, кого-то хорошо. есть? Нет, да, спасибо. Всё, спасибо. Пойдете от нас хорошо. Поражает другую группу. Миша, не уходи. Нам нужно... Миша, разнесите там всех дребезги. Может быть, чья-то Нужно модель Мы этим изыскания, не занимаемся. поэтому Да, нет, мы дребезги друг друга не Да, разносим, спасибо. мы обсуждаем. До свидания. Спасибо. Так, Улечка. Давай. Да, вот он у нас такой. А где он учится вообще? Нигде. Он в какой-нибудь школе? Иди. Методолог. А, где? Хорошо. Давайте следующую концепцию. Продолжить нашу инсинуацию. Какой анонимный теоретик. Павел, давай свою теорию. Ну, в принципе, эта теория очень похожа на Михаила. Единственное, что все-таки я бы больше остановился в таких общих тезисах, потом пришел в частности. Что все-таки социальная теория, она мне лично она помогает все-таки создавать какие-то схемы и выстраивать какие-то конструкты. Это вот то, что действительно можно приобрести для своей практики на занятиях. А вот, собственно говоря, все теории, которые мы последние там 200 лет изучали на этом курсе, и позапрошлом, они, в общем-то, в практиках они у нас в жизни встречаются, и на любом уровне, на уровне, скажем так, коммуникации, там, управленческого состава, на уровне коммуникации, там, среди, скажем, эти практики, они все какой-то имеют не так прямо сказать, что можно сконцентрироваться на какой-то теории, допустим, того же Ума, его рефлексии или собирания всех векторов на себя, в одну точку. Вот. Поэтому все-таки для меня, как все-таки для архитектора, который и социологией занялся для того, чтобы формировать какие-то искусственные, скажем так, системы, вот, которые были более-менее гармоничны и создавали благоприятные условия для жизни тех же субъектов. Вот, я бы все-таки их разделил во времени и прорисовал бы все-таки векторно сопрягая в одни точки. То есть если я рассматриваю какую-то некую систему, трансформирующуюся в пространстве, и как ядро, которое вот суперновая, скажем так, вспышка всей культуры, то есть в этой культуре, значит, все сферы как бы достигли свое совершенство для этого времени, то есть можно было бы свести, допустим, для самых примитивных, допустим, таких культур, ну, допустим, на Что вы имеете в виду под примитивными культурами? ну, скажем так, мы больше касаемся архаичного
Времени, скажем так, периода там Древнего Рима, там, допустим, это... Думаете, это примитивная культура? Я думаю, что это... Как бы мы не оказались более примитивными по сравнению с... А нет, мы у Павла в самом Давайте начале. все-таки сейчас Хорошо. потихонечку, постепенно. И вот эти вот точки, которые на себя, так сказать, воспринимают, ну, скажем так, всю информацию, которая сходятся, они, это, скажем так, культуры, которые вот на земном шаре, да, они, скажем так, развивались. И, естественно, они как-то на себя взаимодействовали и влияли, и, естественно, где-то в точке их коммуникации, а, скажем так, невидимая грань этой примитивной культуры, она где-то вот там, да, и проведя перпендикуляр, мы находили некое общее, которое объединяло все эти культуры. И Это что, Ураханского строил, что ли? я не знаю. Он тоже такую схему рисовал. Подожди. Как вообще трансформируется вообще мир, и когда он становится более развитым, более сложным? Естественно, эти точки, так сказать, их становится больше. И на сегодняшний день создавать вот эти вот сопряжения становится все труднее. Тем более, что некоторые, так сказать, движутся по одному направлению, одной траектории, другие не всегда параллельно и не всегда последовательно, и не всегда с такой же скоростью. И вот такой сложный мир постмодерный можно было бы, допустим, представить, то, что нам позволяет именно социальная теория конструировать и создавать такие модели коммуникативные. Они, ну, как раз таки, вот вы можете представить, допустим, некие, так сказать, еще дополнительные с каким-то знаком новые супер возникающие культуры, которые тоже, естественно, они впитали эту часть, и они должны с ней взаимодействовать. И, естественно, возникает между ними какие-то связи, но в то же время скажем так, возникает, если вы видите, некое напряжение. И, скажем так, напряжение, вот как я думаю, это и есть та стадия конфликта, или переведем это на логос язык трагедии, который позволяет рассыпаться вот такому вот конструктору сложному. И при этом, в общем-то, этой деформации возникают какие-то новые, интересные, скажем так, коммуникации, новые связи. Вот то, что позволяет, в общем-то, мне на сегодняшний день, то, что мне интересно, вот в этих практиках наших занятий. Вот так. Ты мне вечно по такому поводу говоришь. Надо готовиться. Ну, я сейчас не готовился, извините. Вот, может Не быть, извини, то, что вот ты меня не извиняешь за это. хотелось быть немножко, ну, скажем так, оригинальным, не повторяться и за Михаилом, а что-то, может быть, выдать то, что действительно вот на основании там. А скажите, а что, откуда вот эта идея, что они рассыпаются, эти связи? Ну, это, смотрите, это, То есть это как стихийное что-то или что? скажем так, переизбыток смыслов, которые влияют на коммуникации те же, они фактически нагружают слишком вот эти точки. И, ну, скажем так, они на какой-то стадии, они... Среди там как экспертное сообщество уже настолько далеко от практик повседневности, да, остальных граждан, скажем так, что действительно связи как бы и нет. Может быть, может быть.
Про экспертное сообщество, конечно, не думал. Но Ну, это мне показалось, это мысль близка. Дальнейшее, в общем-то, ну, скажем так, развитие этой схемы, это только как в общих чертах набросал. Естественно, в таких сложных системах возникают строго выверенные фигуры, очень простые связи, которые составляют ядро, чтобы удержать эту часть от распада. То есть это уже, ну, это уже дальше можно это развивать так, чтобы дать другим. Хорошо, чем социальные теории вам помогли? вопрос за засыпку. Социальные теории, допустим, того же Хабермаса, того же Лумана, они формируют определенные, скажем так, конструкты, понятия общества. И я бы сказал, в принципе... На сохранение связи работает, да? Да, Способ описания да, работает на сохранение. единственное, что они все очень оригинальны и выбирают для себя какие-то, там, скажем так, как это назвать, характерными, может быть, черты. А какая-то показалась вам теория наиболее близкой именно к вашему, к тому, о чем вы думаете, или о чем занимаетесь как архитектор? Вот что-то срезонировало больше, что-то меньше? Или все в равной степени? Ну, наш дядюшка Луман, который, кстати, меньше всего... Дядюшка. Какой у вас дядюшка? Фамильярность некоторая образована. Все, в общем-то, так сказать, крутится, но пока для меня это все очень-очень новое. Вот для моей вообще-то работы и практика, когда вот мы сталкиваемся в отношениях в коллективе, управлением коллективом, выстраиванием задач, ну, все очень похоже на эту социальную теорию, которая для достижения результата, ну, скажем так, декларирует, значит, определенные подходы. И именно эти подходы заложены в социальной теории. Хорошо, вопросы к Павлу. На засыпку, без засыпки. У меня нет к Павлу вопросов. Я его хорошо понял, осознал. Я Буду работать. из этого вроде ничего не понял. Говори, что понял, иначе когда будет. Он сейчас еще Ну, может, какие-то уточняющие вопросы, которые помогут самому Павлу достроить свою концепцию. Мне не очень понятно про культуру. Как они сталкиваются и как они появляются новые. Скажем так, вот эти вот назовем это не субъекты, а это объекты уже, так, да, которые, ну, не имеют постоянного вот этого нахождения вот спокойного состояния. Они с развитием, скажем так, цивилизации, они трансформируются в пространстве. И, соответственно, их трансформация, она создает определенные, ну, скажем так, связи со старыми, с новыми. Перевожу. Он хотел сказать, что все точки соприкосновения не имеют постоянного значения, и это значение определяется культурой, в которой находится то или иное звено системы. Я правильно перевел? Ну, дело в том, что он архитектор, он говорит на совершенно другом Если языке. использовать ваши же вопросы к Мише, так вопрос, как же это столкнется с ИГИЛом? Вот какие точки? если вы Тут я без поддержите, помощи. ну, скажем, Михаила, если вы просто пойдете параллельно с ИГИЛом, она не столкнется, вы будете просто, так сказать, обмениваться. Встретитесь с другой галактикой. Но столкновение с ИГИЛом у нас же факт налицо. Столкновение нашей культуры и культуры ИГИЛа, столкновение же налицо. Они сталкиваются тогда,
Значит, да, вот ваша культура, да, вот ваша культура, супер новая звезда. Моя как мать. Смотрите, вот ее Да, траектория. кстати, есть еще автономные культуры. Смотрите, Моя как меня, подождите. Да, как субъекты. как субъекта меня. Каждый раз, Западная встречаясь с другим культура. человеком, ты сталкиваешься с чужой культурой. Вот это, допустим, игиловская культура, да, которая имеет векторное направление, так? А почему моя она может, А я... она может, Я тоже хочу поверить. Речь векторное направление, это еще тоже вопрос. Эссенции. она может никогда не столкнуться, между прочим. Можно, потому что создать такие условия. Мне как раз, мне как раз, Я же говорю, встретиться в другой галактике. так вот, мне как раз кажется, что как раз... Какая-то меланхолия сейчас внесет. Да, что как раз хоть не опосредованно, но культура ИГИЛа сталкивается с моей культурой посредством вот через столкновение с западной, потом через вот эти вот все коммуникации и самоописания, да, которые в конце концов доходят до Беларуси и каким-то образом влияют на меня. Хоть мы и не то, что параллельно, Конечно. мы вот Белорусы Измените активнее всего реагируют на то, как нас кто-то описывает. Белорусы в состоянии сами себя описать. И Маскевич, например, кричит: давайте уже писать сами себя, напишем свой портрет. А нет, все равно, кто там что сказал, какой-нибудь, любая букашка, заезжающая в Беларусь, мы спрашиваем ее авторитетного мнения, что же она увидела в Беларуси. Ну, почему нет? Уже извините, тогда если я перевожу бумагу, Не колониальный но, поворот. скажем так, основной Не составляющей, колониальное, это уже следующая ступень. без основной составляющей культуры, я умолчу ее название, У нас бумаги не а хватит. почему? Мы очень хотим знать. мир быть вот так выглядит. Павел, садись. Это не... Ну, мы с векторами заблудились окончательно. Спасибо, А Павел. где же Миша? Он вот тут вот разгулялся. То есть, если Миша был оптимистом, то сейчас мы с вами увидели полный пессимизм. Атомизация. там. Почему? Обычная галактика. Дело в том, что да, то есть мы распались на атомы, все бессмысленно, все в галактическом масштабе бесполезно. Кто сказал, что бесполезно тут? Он. Сейчас опять. Ой, ну я тоже слабо поняла тут. как Давайте да. вот вашу теорию послушаем. Нет, у меня теории нет, потому что, извините, Ну, наши теоретики. Какой-то прикладной аспект может для вас Ну, заинтересовать. да, я извиняюсь, я как всегда, здесь работы было много. Можно проще поставить вопрос, чем бы было Ну, у нас полезно? все выходят, я ненавижу чертить схемы, я вообще их не Можно дал, не чертить, методологу конечно. со схемами расстрелял, если человек не в состоянии без рисунка что-то объяснить, значит... Это они у него- напускают важности, да, я тоже так думаю. Я Значит, шучу, на самом деле. Ну, для себя, то есть мы же говорим о том, что то, что вы, да? Значит, с точки зрения любимого такое слово описания, то с точки зрения, да, У когда... меня любимое слово симулятор. Я, кстати, жду, кто по Мы, кстати, Бодрияну до него что-нибудь никак не дошли. скажет. Да. Галина обещала нас с симуляторами. Вот я- Проехали мимо. Вот я Еще одну лекцию надо я сделать. упустил про Бодрияра, это очень важная часть для анализа систем Бодрияр. Значит, по поводу систем. Советую смотреть канал «Наука», там все, что по диалоге, это про твои системы. Про одноклеточные, как они размножаются. Не надо. Значит, если их слишком мало, они быстрее размножаются, если слишком много, они начинают сворачиваться. Это вот экосистемы, все это биологические, это Дарвин, это все, пожалуйста, туда. Вообще-то У мы... Павла мы могли имплозию из Бодрияра, наверное, понятие имплозию задействовать. Вообще, Помните, да. когда там социально, Да. внутренний взрыв социальный. Внутренний, вот да? это вот, Ну, что касается непосредственно меня, для меня важным открытием, полезным открытием, функциональным открытием был, хотя при всем этом Лакана читал, но одно дело читать, когда другое немножечко разжевывает. Лакан не так просто, а уж с Луманом так и вообще говорить не приходится. Что называется, если бы не разжевали, так мог бы и проскочить мимо. В данном случае Лакан и Луман легли на Может, я Лакана задействовала в этом курсе? Демократия. А кто у нас демократия? Там занимается? же Вау, это было с другого курса. Но вы можете параллели? Там Для меня, да, я извиняюсь. Кто на Лакан был? Ну, я вам рассказывала про Лакан, но, по-моему, не в этом В прошлом курсе. году. У нас был Лакан. В этом курсе не было. Нет, ну чуть-чуть, вот в последнем тексте там есть В каком тексте? Вот который Моё? читался. Да. Галина, значит, не в этом семестре, значит, раньше. Ну, не важно. Но для меня, лично для меня, открытие, не открытие, а спасение своего, такой спасательный круг в понимании происходящего вокруг меня и те вопросы, которые возникают, как бы внутри меня, Лакан и Луман.
сумели сформировать уже нечто не оформившееся, то есть оно легло в эту систему их теоретического описания, и это помогло пойти дальше. У Лакана схема разрушающая линейность времени в социальном, то есть когда явление существует одновременно в трех ипостасях: в настоящем, социальное, то есть человек, субъект, будущее и прошлое существует одновременно и порождает всегда то, что порождает всегда на конкретную ситуацию, то, что сегодня в социологии говорят, что социология творится вот сейчас в этой комнате. То есть у Лакана это очень четко прописано. Я не узнаю Лакана, ну ладно. Значит, ну буквально в смысле слова, демократия возможна только тогда, когда она не завершена. То есть Ну это Лаклау. Лаклау просто отчасти использует лакановские... Дело в том, что лакановская система временная, вот эта временная незавершенность, время никогда не заканчивается, никогда не имеет продолжения, оно всегда существует одновременно в трех временных пространствах. То есть, по большому счету, нарушение линейности времени о том, о чем, собственно говоря, физики и так далее сейчас очень много говорят, особенно путешествия, отправляя спутники в дальние страны, они уже прекрасно работают совершенно другими временными контентами. А что касается Лумана, то Луман для меня открытие в том, что на сегодняшний день то, что мы проходили, это единственная теория, которая вмещает в себя все теории, которые мы проходили. Она, в принципе, я это назову, Луман решил сверхзадачу, поглотив все возможные описания социального. В этом его я вижу гениальное. И очень, ну, можно как бы и приземлять, там, проводя какие-то параллели, но я не вижу смысла, потому что как бы, ну, для меня Луман и Лакан, учитывая то, что я не знаю, какой сумасшедший придумал совмещение этих предметов, в том числе и символизм, и семиотику и так далее, это очень близко соприкасающиеся вещи, что получается как бы гибрид этих дисциплин, а в данном случае в социологическом плане это Лакан и Луман, плюс деконструкция Derrida, плюс символизм. Ну, символизм как такового Барковский довольно странно давал, в общем, дает очень красивую, пеструю картину мира, но самое интересное, что в принципе мы везде возвращаемся к языку, везде возвращаемся к системе языковой, о которой Лакан писал, что социальная это как система коммуникации, коммуникация это язык. То получается... Ну вот только не Лакан. Ну там про дискурс у него там. Нет, я не сейчас не про дискурс. Я вообще слово дискурс не люблю. Вот его у нас используют, это дискурс, затасканное слово. Вот, человек, коммуникация не затасканная. Он там уже дискурс вынул в какой-то объект. Объекты дискурса пересекают. Дискурс это вообще несуществующая субстанция. Вот. И я вообще неплохо не знаю, что такое дискурс. Дискурс, вот я вот сейчас пойду пить водку и буду балаболить, что-то и дискурс пошел. Вот. Значит, нет, Лакана, я опять же говорю, что для меня лакановское это уничтожение субъекта как такового и объекта социологии. Боже мой, что ж ты, я вообще не узнаю Лакана ни разу, ни в прошлом. Ой, не Лакана, ой, Лумана, я извиняюсь. У Лумана основное, то, что, к чему как бы я был подготовлен, это то, что из социального, то есть из системы социального... Человека вы имеете в виду, мы уничтожили там. Уничтожаем субъекта. Человека мы не уничтожаем. Система Лумана не уничтожает человека, она уничтожает субъекта, который полагает себя мерилом всех вещей, всех значений. По большому счету, ничего, вот как раз у Лумана есть вещь. Мы можем себя означивать в системе как угодно, но это означивание и есть функция нашей системы. То есть, по большому счету, мы всего лишь элемент системы, которая только и занимается тем, что что-то означивает. А у Лумана как бы, это начинается с уничтожения субъекта. О настоящем уничтожении субъекта в социологии, нам, по крайней мере, то, что давала Галина, у нас есть только это у Лумана. У всех остальных, Хабермаса, кого там еще? Гиггенсбург. Да, везде есть субъект,
И мы говорим о субъекте, взаимоотношениях субъекта с другими иными субъектами, с группами субъектов, с институтами субъектов, но везде присутствует человек. Субъективное начало. Луман сделал тот, ну, по крайней мере, из того, что нам давали, я же социологией не занимался, из того, что нам давали, Луман единственный человек, который Я предложил... что впервые, ну, как бы из того, что читала, ну, не знаю, а Фуко в данной ситуации. Ну, Фуко не рассматривали. Я же говорю, что я из того, что я почерпнул. нас из жанра. Я же не социолог. У нас социолог одна Галина. Ну, По курсу, мы по курсу. Не, я Ну, запуталась просто. мы не можем ты оперировать. слишком много знаешь, пора убивать. Наверное. В голове путаница. Вот. Хорошо. Из того, что я, и то, что я говорю, что это сверхсистема, которая поглощает вообще, в принципе, те механизмы, которые, ну, описания, те теории, которые мы еще проходили, какие-то непосредственно фрагменты каких-то теорий, то, что, по крайней мере, до меня дошло. Я же не все еще и прочитать-то успел. У нас получилась литература, еще работать же надо как-то. Вот. Из того, что для меня наиболее близко, это вот я бы сказал, что это Луман с уничтожением субъекта, как автономного чего-то такого самопроизвольного, самоописательного, и временной контент, то, что мы себя реализуем всегда в трех ипостасях, то есть мы практически не существуем в одной точке временной по определению, что очень согласуется. Вот это лакановское. Может, это Гидденс все-таки пространственно-временные там... Гидденса есть, но дело в том, что я вот Гидденс там толстый, когда мне что? Ясно. Хорошо, спасибо, ладно. Вопросы? То Я есть, Лаканову несколько статей не читал. то есть вы как бы такое резюме сделали, что было вам полезно, да? Речь не идет о какой-то Да, я концепции. очень, я вот это само подхожу, да, так вот, Может, вопросы прагматично. какие-то? Для чего, собственно, Инсайты вызвать. изначально был вопрос, для чего вообще сюда пришли. Я говорю, я пришел, потому что мне чего-то не хватало для того, чтобы, ну, скажем, ну хотя бы для того, чтобы смотреть и понимать все процессы, которые идут по телевизору. Читать наших социологов иногда просто отвратительно. То есть, я очень много читаю, и я сразу скажу, что никто на сегодняшний день из, ну скажем так, социальных аналитиков, как они себя называют, да, не используют методов ни Лакана, Всего ни кладезя, да, Лумана, с которым мы ознакомились. в основном говорят о механизмах Хабермаса. Что-то еще очень много встречалось, то, что ты у нас автор. Мне кажется, Вот Хабермаса я- очень мало механизмов. Здрасте. Если мы используем механизмы Хабермаса, будет немного по-другому, не так, как оно, ну, как оно, ну, мне так кажется. Мне тоже так кажется. Потому что Хабермас вполне конкретно решает конфликтные ситуации. А у нас, кроме как просто очень бульбасрача или там какого-то еще. Я не знаю, какой бульбасрач вы заезжаете. Значит, Я так можно я переведу, он, наверное, имеет в виду, что нормативный горизонт. Мы всегда как будто знаем, к чему нам кстати, нужно идти. нормативный горизонт. Мы не идем Нормативный никогда. горизонт Хабермаса. Мы слышали не от Галины Русецкой чаще всего, а мы слышим его из риторики деятелей Евросоюза. Боже мой, так это ж не мы. Так нет, я просто говорю, что... А вы как мир Нет, имеете в виду? если, Мы как бы- когда вы меня опускаете, как он замечательно выразился, наш бульбасрач, вот, то я сразу скажу, меня не интересует социология нашего общества, потому что Наше общество. у нас существует общество, но не существует социология. Ну, просто нормативный горизонт. Как же? Просто нормативный горизонт Так, Хабермаса. Любовь, я вас вижу, Как я я вас чувствую, вижу, так и я вас да. вижу, но я вас не слышу. Это наше общество. Поэтому я говорю, Социология в нашем Ну, обществе а существует, но она да. только во временном пространстве немножко... а он вообще выразился по поводу нашей культуры, что ну, где-то нас унес там в другую галактику. Вот. Если вы неправильно поняли, я его перевожу. Во слово культура, когда он выворачивает, что здесь говорить о культуре вообще не приходится. Это он хотел вот так в сжатом виде совсем, вот все, что он сказал, нигилизм был, да, вот это. Культуры нет, культура пала. Очень трудно, мне кажется, быть архитектором-нигилистом. А ты думаешь, говорил архитектор? Ну, Говорил разочарованный, жизнью, изможденный, изнасилованный жизнью архитектор. то есть это архитектор. Человек.
Понимаешь? Хорошо, лирика уже началась, да. Может быть, все-таки к Эдуарду есть вопросы? Как-то они помогут ему структурировать свою концепцию. А у меня, Или да, вы я не умею, я отказываетесь? не ученый. Но если Эдуард, скажите, пожалуйста, я структурирую. может быть общество без социологии? Да. И, совсем недавно вообще никто не знал, что такое социология. И не было общества. Может, было? Ну, это вопрос хороший, на него можно было бы ответить как-то, Я его исходя понял, из правильно. какой-то концепции. Когда я сплю, например, явно не социальный. То есть у Бодрияра же есть такой тезис, что общество, может быть, и не существовало. Или с точки зрения Лумана мы можем подумать, что, ну, коль скоро мы его не описывали, ну, когда-то его не описывали, может быть, его и не существовало. в Ну, на эту соответствии. тему целая лекция Нет была. понятия, нет объекта. Ну, у нас целая тема была, я ее помню. Ну, Маргарита сами рассказывали. себе как-то, ну, А, правильно. Ну, не в терминах общества. Стоп, но если логическую там, эту цепочку продолжить, то Я- если вопрос, есть понятие, то есть. Если взять, что мне Можно симпатично, да. можно я вам помогу? если нет, если взять, что мне симпатичен Может быть, вы Ломан, то у имеете- Ломана никакого общества нет. Может быть, С вы кем имеете коммуникация? поселение? И все. То есть, если вы спрашиваете, я же вам, в принципе, рассказал, что для меня ценно, я вам ответил на вопрос, есть ли общество. Хорошо, вопросов нет, я так понимаю. Спасибо. Маргарита, вы? Ну, я могу тоже так же сказать, как Эдуард, что я увидела в том, о чем мы разговаривали, совершенно разные такие мозаичные описания, как возможно общество, есть ли оно вообще, что это такое. И мой посыл понять эти теории был совершенно определенен. Мне хотелось бы понять вот то, что у Хайдеггера называется бытие с другими. То есть можно ли общество поставить знак равенства между бытием с другими и обществом, так как описывал кто-то из авторов. Наверное, не нашли бы этого знака равенства. Равенства нет, но есть связи. Например, очень интересно было бы провести аналогию между смертью субъекта и тем, что у Хайдеггера называется das Mann или люди. То есть там нет дазайн субъекта, но есть люди. То есть есть акторы, действующие, образующие связи, называемые обществом, но не являющиеся человеками и субъектами. Вот эта аналогия для меня интересна. И интересное описание практик, структурирующих практик, структурных соединений и габитуса, как устойчивой практики, что ли. Вот эта устойчивость практик для меня в некой мере отвечает на вопрос, как возможно общество. Через повторяющиеся Воспроизводимость. практики, через воспроизводящиеся практики. Еще одна такая связь, это связь между бытие в мире и бытие с другими. То есть социальное подменяет мир для дизайна. Вот, наверное, я бы пыталась искать связи между кусочками этой мозаики, либо точку сборки в конкретном бытии, в конкретной экзистенции через нее, потому что этим вопросом задается человек, давайте назовем, но человек не в смысле объекта, физического объекта, а человек в смысле осознающего себя бытия, который всегда здесь
и всегда находится в мире и с другими. Спасибо. А вы с Хайдегером занимаетесь? Ну вот сейчас немножко занимаюсь, да, поэтому я и увидела здесь такой, что ли, недостающий блок информации для того, чтобы с этим разбираться. Спасибо. Вопросы к Маргарите? Супер, да? Какие мы, Маргарита Александровна, утилитарные товарищи? Вопросы могли бы быть, но они не в рамках, скажем так, наших программных учений, касающиеся именно актуальности Хайдеггера в мире современной философии. В рядах современных философов как бы вопросы Дастайна, это бытие переводится, экзистенция, не объект, как раз таки очень проблематичен в плане того, что это, возможно, не симулятор, а ошибка Хайдеггера относительно этой теории. И если только, скажем так, эта теория вот, ошибки будет верной, предположение Хайдеггера, то, что он заблуждался, то, что существует это бытие. Слушай, А он пересказываешь в он взял этом такое зачем? описание. Он Подожди, сделал такое подожди, описание. я пересказываю не только его, но хочу простым языком это Вы же не философия. Хайдеггер вряд ли Тогда нам уже теория даст просто вся разрушится, теория 20 века. Ну, я поняла ваш посыл, но я хотела бы сказать, что мне Хайдеггер для меня интересен не как философ, а моя изначальная посылка это в том, что поскольку правила жизни или правила существования конкретного человека сейчас меняются, и он не может руководствоваться готовыми нормами, каждый человек философ по неволе. И он сделает вот эту свою точку сборки из всего ему доступного, он сам выбирает. В том числе он выбирает сам, как он описывает то, в чем он живет. Общество ли, либо там, свой способ жизни. И для меня вот эти все теории это равны таким попыткам каждого из философов. И получается, что ответ на вопрос, возможно ли общество, возможно ли консенсус, как возможно общество, для каждого человека будет свой. Ну, человека или не человека, для каждого бытия, для каждого способа жить будет свой. Спасибо. Мы вышли почти на сакральный смысл бытия. А ты тут вопрос, кажется. И хороший вопрос. Почему? Ну да, и тогда любая, как бы сказать, любой из способов описания общества и любой из ответов на вопрос, как возможно общество, он применим, но когда и как, это решает тот, кто применяет. Ну да, наша задача в этом и состояла сырье это получить. Мгм. Инструмент или сырье, да, использовать с тем, чтобы использовать. Хорошо, спасибо. Любовь, вы, может, расскажете нам что-то? Уже столько всего проговорили, что Нет, ну у вас же свои какие-то должны, наверное, пристрастия хотя бы, да? у меня очень Семья такой появилась. прагматичный, прикладной взгляд. У меня не было ни времени, ни возможности собрать какие-то концепции про способ жизни. Это тоже у меня есть сильные вопросы. Но какие-то вот конкретные вещи можно было бы, конечно, взять. Вот то, что о Лумане говорили. Мне было близко, что описание не только анализирует, ну описание такое в кавычках, не только анализирует, но и создает объект. Ну и вот общество с вынесенным за скобками субъектом, это тоже такая любопытная штука, да, общество без субъекта. И в коммуникациях, акцент на коммуникации. Ну, столько было сказано про коммуникацию, мне кажется, это нет смысла времени даже тратить. Возможно, вот
это из Хабермаса был акцент, что конфликт как ну, какой-то двигатель коммуникации, да, как побудительный мотив для какой-то коммуникационной деятельности. Вот такой, по-моему, у нас еще было. Тоже такая любопытная идея. Да, практики, социальные практики из Гидденса. Я про него прочитала вот в тот момент. Мне показалось, ну, вообще такой любопытный этот Гидденс. Но сейчас я уже не могу это все восстановить. Но вот эта россыпь практик действительно очень разных и по масштабу, и по времени, и по содержанию, и вообще по всему. Мне кажется, дополняет Лумана, вот почему мы как-то берем их, наверное, вдвоем, да, что общество возможно как иррациональная деятельность, ну, коммуникативная, там еще может быть какая-то. Ну, то есть я, конечно, очень так по верхам, без изучения теории как теории. Ну, что-то еще было интересно. Из Хайдеггера. Я не могу сейчас воспроизвести, где было сознание считающее, да, считающее и осознающее. Где было два типа сознания, вот это даже где-то использовала. Уровень мышления да. у Гидденса. У Гидденса, да. Ну вот где-то мне там как раз очень пришлось. Ой, это он опасно так прошелся. Почти расизм. Ну вот, интересно люди мыслят. Расизм это тоже способ самоописания. Конечно. Ну, это, мне кажется, это вопрос подхода, то, что описание создает предмет. Ну, для меня, например, это вопрос подхода. Ну, это, кстати, семечки учат. Да, что-то тоже близко. Пока нету понятия, оно, то есть не создано описание, значит, предмета не существует. То есть мы не можем говорить о предмете, который мы еще написали. Мы вообще не можем его извлечь из хаоса, из космоса. Его нет. То есть если мы, например, писали египетские пирамиды остались засыпаны песком, то представьте себе, о каких пирамидах мы можем говорить, если мы извлекаем из своего языка определенный пласт информации. Да? То есть нет китайской стены. Ну, представь даже. Но вот это из Хабермаса понятие нормативности, да? Нормативный акт. Факт, Да, нормативный горизонт. Нормативный горизонт и факт. Но это очень часто нужно в анализе, когда много-много всего наговорено, и мы забываем вот эту крупицу нормативности. Крупицу этого факта, который вот все-таки он есть, какое-то зерно. Есть он. Ну, не знаю, общего блага, с общим благом, это тоже было неинтересно, то, что его нет общего понимания общего блага. Мне кажется, это хороший подход. Мы все время возвращаемся, все время ходим по какому-то кругу. Ну, это может быть и нормально. Кстати, Хабермас таки не дает же ответ на эти вопросы. Он просто предлагает забанивать и обсуждать. У меня все это Какие вопросы эти? Основное противоречие социологии – это интересы субъекта и общества, то есть, которое всегда находится в организме. То есть. И он это предлагает решать только через форму социальных институтов формальных. Ну, только это немало, так то только, ничего себе только. Что это целая программа, как выходить из конфликта. Поэтому солидарность, вот это делегирование, это я как бы туда не хожу. Хорошо, ну тогда вот социальный абсурд, да, вот по Хабермасу. Я вот какие-то факты, да, вот возьмем. Выходят феминистки, значит, в Берлине протестовать против Трампа, который там сексистом его назвали, значит, и вообще против за права женщин. Основной силой ударной у них вдруг оказывается женщины в паранже. И у меня возникает лозунг такой, значит, это исламистки. Они тут тусят с феминистками в паранже. Сейчас в Европе принимается закон, по которому уже во Франции, в Нидерландах и сейчас во всех остальных странах принимается закон, мужичье проклятое принимает закон, запрещающий ношение паранджи. Нарушаются права женщин носить паранджу.
Возникает вопрос. Это вот хабермасовские вот эти дела, да? С одной стороны, запрещая женщине носить паранджу как символ их закрепощения, мы одновременно нарушаем. Я не могу никак понять, как вы Хабермас здесь А у используете. Хабермаса решение этих вопросов лежит в области обсуждений и принятия устраивающего всех решения. Ну, так что? Согласия. Так при Ну, как чем? можно Это решить? феномен к Хабермасу. Доведите Хорошо. связку. Скажите, Что вы пожалуйста, говорили? если мы запрещаем, я просто говорю, у этого решения, ну это как нет ответа на вопрос, что первичнее, яйцо или курица. Уже как бы Есть, время, да, спросить. да, есть парадоксы, которые Да, логически просто неразрешимы. Так никто не пытался их решать в духе Хабермаса. Вы приведите, вы как будто его упрекаете заранее, что он не работает, не попытавшись его модель. Я обвиняю его в том, что он запустил социальные институты, Которых никто не которые придерживается. выполняют, не то что не придерживаются. И он виноват поэтому. Виноваты те балбесы, которые пошли за Хабермасом. Так кто за ним А вот пошел? смотрите, в нашей практике, я имею в виду вот в нашей разнообразной практике, может быть, вот, например, такая конкретно взятая история, как кейс, да? Вот мы бы его могли разобрать с помощью чего? Каких Ну, теорий, может, вы каких пытались понятий? в прошлый раз Хабермаса Вот- применить. Вот, да? вот, да. Позапрошлый. Вот у меня была проблема, вот эта фотография года, да, вот Мгм. человек, который застрелил посла российского на фотовыставке. Вот как к этому надо подойти, как надо описать эту ситуацию, как надо к этому вообще подойти? То, что это сильная фотография, это одно. Фотография ли это года? Там уже другое. И тут еще может быть какой-то вот набор. Вы хотите социологический анализ? Да нет. Этический, культурный, религиозный? И они будут все разными. И они будут все абсолютно верными. Семиотический анализ, мне кажется, здесь нужен, а не Почему социологический. абсолютно верно? Да. Ну, вот. Да, я тоже не понимаю, вот этот феномен вы в связи с Хабермасом или Нет, нет, не в просто? связи с чем. Вот, То есть вот инструмент какой господин мог бы быть Трамп инструментом? у нас часто фигурирует. Вот у меня была проблема с этой фотографией. Сейчас большая идет дискуссия, и все подходят по-разному. С этической, с политической, еще там с какой. Но в принципе мы обсуждаем конкретную вещь. Фотография ли это года. Можно говорить про контекст, да, вот как это проходит, как там, что такое вот пресс-фото, почему фотография, годы, номинации, не номинации, да, у них же есть определенные критерии. У них есть процедура, Можно они выбирают. И к этому контексту что-то добавлять. Соседи занимаются в основном социологией. И, Ну, есть знаете, нормы. там есть такой один комментарий, что террористы определили фотографию года. Я Вот Да. любители таких вот афоризмов, да, вот таких ярких красок, вот они вот Как он так сформулировал. сформулировали. Вот так они сформулировали. Ну, про э, эстетизацию насилия, это я вообще тебя молчу. не шокирует вывеска, появилась новая реклама в метро. Магазин называется «Старший прапорщик» или «Старший сержант», Есть, да. где написано «Для сильных духом». То есть вот и стоит какой-то чувак там в панамских очках, в хаке цвета спецназа, да, и что реально, только человек с ружьем может быть сильным духом. Вот мне здесь Знаете, Это что у меня есть перекосы вот эти задачи, все, как бы- они кругом. Так Я что? не очень, ну давайте вернемся к кейсу. Вот мне здесь, Да. можно я дам? Мне здесь кажется, очень интересно наблюдать за самоописанием системы, как появляются новые смыслы, как по-другому описывается вот само общество социальное. С тем же Трампом. Трамп запускает очень такую серьезную коммуникацию по новым смыслам, по фактам. Да? У него там альтернативные факты появляются. Это Да. известный бильярдист. Да. Не знаю. Ну, просто вот эти вот очень интересно наблюдать именно вот за то, вот как рождается новые смыслы, да, как переписывается само общество заново. Меняются все смыслы там, фактов, смыслы отношений. Вот. Я сейчас не хочу терять ваше время, но я могу сказать только одно, что вот пресс-фото приедет в Минск, и все будут стоять перед этой фотографией, и никто не пройдет мимо, вот все станут и будут стоять, вот вы посмотрите. Потому что это икона насилия. Понимаете, да? А Вот засилие это, порнографии в кино вас не смущает? Почему мы все время поднимаем Ну, эмоции? почему Дай вам вы здоровья. вы поднимаете морально-этические вопросы. Нет, То, что вот вы мы обратили посмотрим. внимание, Это эта тема норматив. могла бы имела Это не норматив, это такой характер сознательного вброса для провокационного.
Поверьте, все В прошлом очень-очень году сложно. фотография года тоже Я была даже эту тему связана даже с не хотел бы здесь мигрантами. обсуждать, потому И что что? это все на видео. Любовь, в этом мире все против убийства. Но все Я убивают. забыла про Ну так что камеру. тогда о чем лишь говорить? Что тут камера, что тут такого говорить? Эта фотография, она носитель нескольких противоречий. Любое Абсолютно, противоречие да. цепляет внимание Конфликт. любого человека. А поскольку они хотят, чтобы об этом говорили и писали, то это хороший повод для того, чтобы множить дальнейшее обсуждение, Коммуникация. дальнейшую Любовь, коммуникацию и внимание если к бы- этой Это массовой неубедительно. информации. Любовь. Насилие показывают для того, чтобы мы обсуждали, насколько это правомерно. Это не, это не Любовь, убедительно. любовь, Поэтому объясни. насилие можно показать по-разному. В прошлом году была та же тема. Мгм. Та же тема. И там сквозь колючую проволоку человек передавал ребенка. Снято в полной темноте. Профессионально карточка испорчена. Она такая темная, мутная, вообще не пойми что. Ну, ночью он там, представляете, что такое через проволоку просунуть человека. Ну, хотя бы Ну даже да, я помню маленького. эту фотографию. И мужчина этот, он так, он плохо считывается, с точки зрения кадра. И ребенок, и вообще такое все никакое. Но там был момент сопереживания и какого-то вопроса. Любовь, это ваш профессиональный сочувствия. забубан. Да, я согласна. Профессионально Почему тоже нет? есть, Там потому можно что видишь, что... Я хочу видишь сказать, разные интерпретации. можно метафору. Если бы по-божески не распяли Христа, то и мы бы его не имели. То есть всякий акт распятия имеет какой-то смысл. Я предлагаю смотреть на это с точки зрения, как смотрит церковь. И, кстати, есть в иудаизме сохранилась замечательная вещь. Они считают себя мучениками или праведниками. Это те, кто испытывает определенные трудности, да, некие репрессии, кто проходит через мучения, то по большому счету это путь человека в мире преодолеть эти мучения. В этом есть Когда уже человеческая давайте социальность. Эдип вспомним. Знаете? Эдип, убийство отца, там как бы, да, структурирует общество вообще. Вот, То есть еще в основе один общества метафора. это убийство, первое убийство отца. А теперь возьмите свою фотографию и поймите правильно, что не может быть однозначного прочтения с этических точек зрения. Может быть только Ну, вот кто философский знает, я взгляд. думаю, что нет одного прочтения. Да, ну, то что-то то есть как бы вот это убийство, да, насилие является. И там точкой перенесен притяжения. акцент на убийцу, но не на человека, который лежит, и у него такие туфли немножко потертые. Ну да, И тут сам он тоже все вообще обсудили. лежит. Да. То есть надо бы на жертву вообще Короче, посмотреть. любовь пережила катарсис. Да и нет, я вот не говорю же нравится, не нравится. на Нет, ну какой почему? уровень. А ваш посыл тоже Почему, какой, да. почему на жертву? Это профессиональный совершенно был вопрос. А почему на жертву надо обратить? Ну, А потому это что не будет ли смакование тоже вот это вот на жертву? Ну да. ну, жертва есть. Ну, есть. А почему мы, ну, как сказать, Посмотрите есть, это есть, через есть призму. палач и есть жертва. Посмотрите Палач это- показан там таким Посмотрите красивым. это через призму Бодрияра. Структурная игра, как там, структурная ценность, да, когда у объекта, у знака нет референта, да, когда начинает замена, ну, игра, смысл. Представьте, Ну, смотрите, представьте, вот, что девушка каждый первая, имеет которая- таблицу. Там просто референта нет. Там Это картинка? это просто такой вот знак. Любовь, представьте, что из кадра убрали убийцу. И что вы получите? Картинка была известна и стала популярной и дорогой до признания ее картинкой года. Первая девочка, ну, из того, что я читала, которая вывесила ее в Фейсбуке, она написала, что я не знаю, как к этому относиться. Это сильная, это сильная фотография, я не знаю, как к этому относиться. И там шла своя дискуссия. Но потом, когда она получила статус, опять мы переописываем, да, вот это все. Почему? Почему она, почему не другие? Там еще была куча сильных фотографий в других номинациях. Да этих всех конкурсов лучшая фотография года, их миллион. Европейские. Ну, знаете, был Вопрос любой в том, как эту фотографию мы можем интерпретировать нашими ресурсами теоретическими. И сам факт того, что она выдвигается Да, на и фото получает. и получает. И получают. Нашими ресурсами мы можем Причем, сказать, таких фотографий должно быть как можно больше, и они должны быть как Где тут наши можно ресурсы? Где тут теоретические Смотрите, ресурсы? много А нам нужна примеров. статистика. А нам нужна социология. Статистика. И фотограф этот, там, ну, профессиональные люди пишут, что это очень хорошая работа, потому что он не испугался, он не забился в угол, ведь в тот момент было неизвестно, что будет дальше.
И более того, сам этот человек был убит там через какую-то еще Да. долю секунды. Фотограф? Нет, не Нет, фотограф. нет, вот это. А, террорист. Да, но он там стоит в позе Последние статуи свободы, минуты, да. да. Это Я секунды, помню, там да. такой момент аффекта на лице. Ну, в общем, там как бы Это еще много, может быть много замечен всех сетевой, эмоций. сетевой фейк. Короче, он не испугался, он остался на своем месте, у него больше 100 фотографий, выбрали вот эту. Ну, то есть там такие пошли еще профессиональные вещи, потому что он мог испугаться. Но этически это давно уже как бы есть эта тема, что в первую очередь надо помочь, а потом уже снимать. Так он уже мертв. Что ж Ну, делать? да, ну, как бы. Тут так вопрос не ставится, что, да, вот удобно или неудобно снимать страдания. Там, Так, какие-то ну да, это же общие старая фото- тема, Это да, старая с- тема, да. С этим ребенком ползущим. Да, я тоже да, вспомнила вот это, это самое. да. И там самоубийством в итоге закончилась жизнь сам. Да. Ну, в общем, есть момент Так, что вы эстетизации. предлагаете? Как мы, социологи, должны на это смотреть? Я считаю, должны подойти поближе и рассмотреть их тщательнее. Вникнуть в вопрос. Взвесить его с разных сторон, используя разные методики. И всё. Вода, где методики? В любом случае, нам нужны эти снимки. Это все, что мы можем предложить. На сегодняшний день я готов сказать одно. Нам эти снимки нужны. А скажите, пожалуйста, как фотография убийцы посла на фотовыставке соотносится с вопросом, что такое общество и как возможно общество? Ну, так это очень сложный вопрос. То есть мы вот так вот и пытаемся сейчас. наверное. Сейчас Как мы вы пятки думаете? посла будем в То социологии. есть впихивать. первое, что мы, да, что как бы вы сами вывели, да, на авансцену, это то, что она переописывает ситуацию, да, это фотография, как минимум. То есть этический сдвиг какой-то явно происходит, возможно, в очередной раз, возможно, циклически, да, поскольку такого рода снимков все равно было достаточно много, да, с этим фотографическим цинизмом, да, определенным. Насилие как таковое, если мы можем на уровне содержания, да, то есть попытаться интерпретировать как эмблема насилия, что ли. В 70-х годах вот это вот насилие хорошо было серия фильмов, я как-то недавно посмотрел, оказывается, про людоедов, вот где люди едят. Это был какой-то Это каннибалы. эстетический, да, про каннибалов, да. Это был какой-то эстетический, какое-то такое ответвление в сторону, попробовать. Габитус можем, извините, что перебьет, у нас за фотографиями мы все равно не успеваем вот этот ресурс актуализировать. Может быть, попробовать с помощью габитуса Бурдье, может быть, уже есть какой-то действительно такой способ Решение. или субъект, ну не Да. субъект, вот сам габитус, да, в котором сходятся, получается, и носитель его, и социальные структуры, да, то есть мы по большому счету привыкли, это уже что-то привычное. Такая фотография, она Способ презентирует разрешения собой конфликта. определенный габитус. Какой? Способ разрешения конфликтов. Сама Хорошо. визуализация насилия – это способ разрешения. Само насилие. Там Есть человек, там опять проблемы, да, там случай. эстетизация, там такой красивый молодой человек, у него ремень очень красивый. Ну, то есть вы думаете, эстетизация цепляет? Эстетизация, там даже написано, есть комментарий, что он метросексуал. То есть получается подмена какая-то, да? То есть мы как бы насилие отодвигаем, а видим красивый, да, статус Персонаж. победителя, персонажа. Да, персонаж победитель. Да. Причем победитель не человека, а скорее победитель, один человек победитель системы. То есть это такой Ну, герой, да, героическая фигура такая, как выглядит. Скорее всего. Именно И причем за минуту, там, за какое-то Да, небольшое да. количество времени Да. до смерти. То есть да. он тоже будет жертвой Мгм. своего героизма. А фанатики всегда красивые. Не знаю, тут я Ну сомневаюсь. и там еще есть Ой, глазки горят. вот слой под этим, он сотрудник полиции на самом Да, деле. он security. Он security. Там еще вы Но это был его одиночный жест, да? Его личное не решение, знает, как никто оно не знает. предполагается. По фотографии, Пока. да. Никто не знает. Ну а что если Бодриара вспомнить? Симулятор. Что здесь симулятор? Симулятор. Третья система возникает. Security это симулятор. Как это? на фоне. Ну, потому что он же не выполнял функцию. Он же... Он был, нет, он Он не да. работал здесь как security. Да. Он в прошлом был сотрудник полиции, и
Такой Он был переменный, нанят, он был террорист. нанят сюда как security. Security стал террористом. Да, да. Так, тогда Нет, он Анатолий еще Иванович жил. симуляк. Он работал, да, он вошел Он с был в этим охране. сознаком. Так Ну, если просто не хотите, ходит. нет. У меня осталось в памяти, что он Я его маскировался просто под охрану, но не работал на этом мероприятии. Какое значение имеет работа его? Это не Или, значит, может если- быть, на самом деле если фотографию референдум как симуляцию надо воспринимать, а не субъект Да, вот, осуществившего вот, вот. убийство. Да? То есть Фотография почему- что-то симулирует. Да? Как бы вот, ну, вот то, Делает о чем фото. Дима говорил, как бы, да, референта нет вроде как, мы не знаем, что там вообще в итоге случилось, кроме как это акт насилия. Да? А выглядит как геройский поступок. И как это, заводит коммуникацию по разным темам, порождает новые коммуникации. Или, может быть, вот эту тревогу и неполноту, какой-то разрыв социальный, да, репрезентирует эта фотография, как бы покрывает, ну, как бы фантазм такой набрасываем на нее. Отсюда все внимание всеобщее, да, отсюда фотография года, потому что это как бы она что-то, какую-то нивелирует какую-то невозможность структурную, да, какое-то напряжение, связанное как раз вот с интуицией, схватывающей невозможность общества, его распад. Да. Получается, да? Тут какая-то эмблема, вот может быть максимально близко схватывающая этот распад. Невозможности общества. Да, это абсурд, ну как бы там же есть этот и абсурд, вот и Да. секьюрити, и то, что одиночный И автор. пасторальные такие пейзажи на заднем, на втором плане. То есть Ну, это выставка, фотовыставка, это да, фотовыставка. выставка, посол, как бы ботинки вот эти сношенные, да, ну то есть Ну, очень много ну, каких-то, Но они не сношенные, они Переживал. просто ботинки обычного человека. которые Не ходят. героя, не жертвы. Просто Ну не посла, Это не из по- я так понимаю, что посольства. этот посыл был, А что это не посол Да, только да, из да, магазина обувь носит? наверное, да. Григорий, а вот Нет, обратите у него- внимание, у что него когда мы просто говорим, вы все время сужаете фокус. То есть только мы попытаемся выйти на какую-то, я не знаю, на обзорную позицию, и вы пройти ботинки. Вот, по-моему, с этой фотографией Потому это что- социологический подход. Потому что С этой фотографией мы упираемся в узкое пространство. они все там жирные коты. Мы переживаем, а социология не должна переживать. Она должна описывать. Я говорю про Так это структурная фотографию. выдержка. Фотография переживает. И фотография это не кнопку нажать, да, это переживание и выбор кадра автора. Автор делает фотографию, не кнопка. Вы опять И я переживаете. прихожу вот к этому кадру. И я не хочу уходить далеко. Ну так вы тогда сидите в камере с одной Мне фотографией. почему-то напомнила эту ситуацию с Владимиром Мацкевичем, когда его не было, да, в Беларуси, да, да. фотографии нашли, Похоже, подтверждение его участия. Ну, то есть, ну, это все-таки разные немножко истории, но вот этот элемент абсурда, да, и вот как бы и эти вот околохудожественные артефакты, ну, Да. вот, они как будто действительно и прикрывают эту абсурдность, и ее репрезентируют одновременно. Ну вот что-то такое мне видится в качестве. Ну вот про возможной невозможность интерпретации общества, мне социальной. кажется, это как красивое объяснение, оно слишком слишком Единственное обоснование Нет. возможности общества Вот для является его бандита, для невозможность. бандита, да, мы говорим о бандитах. Да, правда. И делаем вывод о невозможности общества. То есть вы хотите сказать, что есть какие-то люди бандиты, а какие-то не бандиты. Пока никто не убийца, Да. пока не убил. Ну, Естественно. теоретически мы все можем убить, по большому Совершенно счету. верно. Мы все потенциальные То есть, убийцы, ну, как поэтому бы, это же тоже часть Красиво, общества. красиво пиджак. Мы не можем его вытеснить. за- 3 раза в день, по крайней мере, Почему кушать. бандит? Он Ольга, да? Да. Не, ну, Вот не это у тебя услышали. логика, Паша. Что? Ну, вы хотели же, Ты не хотела. хотели. Ну, вам повезло, тогда Да. времени не хватило. Хорошо, мы подумаем еще над фотографией. Спасибо всем.